Мы сегодня собрались прощаться с нашим выдающимся учителем. Учитель для многих поколений журналистов республики. Сегодня Юрия Ивановича провожают в последний путь его выпускники разных лет. Вспоминают не только лекции, но и его традиционные маевки. В мае месяце мы каждый год выезжали на природу. Он там организовал различные соревнования, мероприятия. Я в 96-м году поступила на журфак. Тогда Юрий Иванович был еще молодой и очень активный. Мы ездили в Свияжск, в Печище студентами. И вот он всегда был таким зажигательным организатором, он очень интересно рассказывал, он очень много знал истории. Эту фотографию дочь Екатерина нашла, перебирая архивы Юрия Ивановича. На обороте рукой папы написано: «Пусть Катюша запомнит меня таким». Его сфотографировала девушка-музыкант из Дома пионеров по пути, когда он шел домой. И он сохранил эту фотографию, и, наверное, вот он сам хотел, чтобы его видели и запоминали именно таким. Ну, это была душа нашего факультета. Он был абсолютно открытый человек, он живой, он все время куда-то двигался, он все время куда-то торопился. Он организовал бесконечные мероприятия, День журналиста, там, конкурс агитбригад. Первый на белом коне – это Юрий Иванович. Самый настоящий русский интеллигент с широтой души, который плюс тому, что был, конечно, прекрасным оратором, прекрасным педагогом, он был и очень добрым другом для многих нас, для студентов. И журфак его времен – это большая такая легенда. И всегда бывает очень грустно, тоскливо и пусто, когда вдруг оказывается, что сказка, легенда заканчивается. Юрия Фролова похоронили на кладбище поселка Мирный. Легенду продолжат его ученики, известные журналисты не только Татарстана, но и России. Другим большим увлечением Юрия Ивановича была фотография. Он вел фотолетопись Казанского университета и острова Свияжска, снимал Казань. Эти материалы его дочь хочет оцифровать, чтобы издать книгу в память об отце. Лина Зинатульна, Данил Филатов, ТНВ, Казань.